Добрый день, друзья, в студии Лена Китова, и у меня сегодня в гостях Саргалана Михайловна Аргунова, заместитель начальника Якутского отделения энергосбыта ПАО «Якутскэнерго», и Татьяна Николаевна Шарафутдинова, главный специалист группы по работе с бытовыми потребителями Якутского отделения энергосбыта ПАО «Якутскэнерго». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я хотела начать с того, что наша передача выходит в эфир накануне Дня энергетика, который отмечается 22 декабря, и традиционно к профессиональному празднику Якутскэнерго проводит акции для добросовестных потребителей. Расскажите, пожалуйста, о нынешней акции. Я расскажу, да. Действительно, энергосбыт Якутскэнерго традиционно организует такую акцию для своих добросовестных клиентов, которые, отмечу, составляет значительное большинство. Свыше 10 лет проводится розыгрыш призов среди наших потребителей, которые добросовестно выполняют свои обязанности и вносят своевременно платежи за коммунальные услуги. Как правило, такие акции бывают приурочены ко Дню энергетика, и 2020 год не стал исключением. Тем более в этом году энергосбыт отмечает свое 55-летие. Акция «Удачный платеж» 2002 года посвящена этому знаменательному юбилею. Она проходит с 1 по 22 декабря и охватывает все улусы и районы республики, находящиеся в зоне обслуживания Якутскэнерго. Условия акции существенно не изменились. Список участников также включается все потребители, которые не имеют задолженности по коммунальным услугам. На дату завершения акции. Так, а акция заключается в чем? То есть, что какой-то приз? Я вот немножко не поняла. Предусмотрено 2 основные номинации, где будут разыгрываться призы, такие как сертификаты на оплату электроэнергии номиналами 3,5, 3 тысячи и 1 тысячу. В первой номинации призы разыгрываются среди потребителей, проживающих в городе Алдан, Ленск, Мирный, Нерюнгри, Якутск. Во второй номинации у нас участвуют потребители, проживающие в населенных пунктах, кроме выше названных городов. То есть айфона не будет, я так понимаю. Да, хорошо. У нас разыгрываются сертификаты. Отлично. В период пандемии с 1 апреля 2020 года был введен мораторий на начисление пени за просрочку оплаты коммунальных платежей. Вот как быть с пени, которые были начислены до 1 апреля? Они прощаются или нет? Отвечу я на этот вопрос. Добрый день еще раз всем. Да, правительство Российской Федерации приняло ряд мер поддержки граждан в период пандемии. И в правила коммунальных услуг постановлением номер 424 от 2 апреля были внесены изменения. Потребителям, допустившим просрочку платежей с 1 апреля 2020 года до конца этого года, не начисляют пени. И в дополнение к этому Якутскэнерго приняло решение о проведении акции по списанию пени, начисленной до 1 апреля 2020 года. Если с 1 декабря по 31 декабря этого года была объявлена пеневая амнистия, акция для населения, потребители, физические лица, могут заплатить долги без учета пени, начисленные до 1 апреля 2020 года, за потребленные коммунальные услуги от компании Якутскэнерго. Оплачиваются напрямую компанией Якутскэнерго. Акция имеет условия, потребителям необходимо соблюсти определенные требования. Наличие переданных показаний приборов учета, частичная оплата задолженности вплоть до 50% в зависимости от суммы долга. И также напоминаю, что акция проводится до 31 декабря 2020 года. И с 1 января 2021 года мораторий на начисление пени не будет действовать. А вот кроме моратория был же еще тоже своеобразная была система, что если 3 месяца не оплачиваешь электроэнергию, то отключают, приходит полностью тебя счетчик твой от питания, и света в квартире нет. Сейчас такое происходит или нет? На сегодняшний день до конца года мы не отключаем потребителей за задолженности. То есть пока можно вздохнуть спокойно, но только до конца года. Понятно. Скажите, пожалуйста, а проводит ли Якутскэнерго акцию по списанию пени для юридических лиц?
Да, мы не забыли про своих потребителей и юридических лиц, да, и в этом году проводим акцию списания пени для потребителей юридических лиц. Действие акции у нас до 31 декабря 2020 года. И сейчас сразу ознакомлю, да, с условиями акции. Индивидуальные предприниматели, предприятия, юридические лица, да, на 1 декабря не должны иметь задолженность просроченную за потребленные энергоресурсы или погасить ее в полном объеме в период действия акции, в том числе по соглашениям на реструктуризацию. Иметь заключенный в установленном порядке договор, обязательно наличие подписанного акта сверки не ранее 1 октября 2020 года. А также предоставить заявление о необходимости снятия пени в связи с соблюдением условий акции. И задолженность, которую они погашают, не должна находиться в исковом и исполнительном производстве. Хочу напомнить контакты, да, контакты, чтобы вы задавали вопросы по этой акции. Можно позвонить по телефонам 49 79 83, обратиться по электронному адресу sbyt@ikutsэнерго.ру, а также можно задать вопросы через контакт-центр энергосбыта 8 800 100 22 05. Ну и у нас тоже есть предложение к вам, дорогие радиослушатели. Вы можете свой вопрос задать нам с помощью нашего приложения WhatsApp. Номер телефона 8 924 150 567 105 7. На него отправляйте свои вопросы. Ну, а у нас есть еще один вопрос. Мы возвращаемся к потребителям и гражданам. Хотелось бы вновь затронуть вопрос погашения долгов по населению. Изменились ли условия реструктуризации долга для потребителей граждан? Хотелось бы сказать, что Якутскэнерго идет навстречу потребителям, давая возможность погашать задолженность в рассрочку. И в настоящее время внесены некоторые изменения в условия заключения таких соглашений. В течение декабря соглашение о реструктуризации задолженности может быть заключено, если потребитель оплатит первоначально 10% от суммы задолженности. Ранее у нас были условия 30%. Безусловно, индивидуальный подход действует ко всем, да. То есть вы идете навстречу в период пандемии, да, так называемый, как бы более лояльнее становятся условия? Да. Люди потому что могут оказаться в различных очень сложных, непростых ситуациях, обстоятельствах, поэтому мы индивидуально подходим к каждому потребителю. Спасибо. А какие документы нужны для заключения соглашения? В случае, если квартира приватизированная, либо находится в частной собственности, требуется копия паспорта заявителя, правоустанавливающие документы на жилое помещение, это свидетельство на право собственности на каждого из собственников, либо выписка из ЕГРН. Справка формы 3 о составе семьи, копию документов всех собственников, паспорт, либо ИНН, СНИЛС. Если не является собственником жилого помещения, то доверенность. В случае, если жилье муниципальное, либо ведомственное, то необходима копия паспорта заявителя, правоустанавливающие документы на жилое помещение, договор найма, либо ордер, справку формы 3 о составе семьи, и копия документов всех зарегистрированных в жилом помещении. Паспорт, либо ИНН, СНИЛС. И также, если не является нанимателем жилого помещения, то доверенность. Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в нашей студии находится Саргалан Михайловна Аргунова, заместитель начальника Якутского отделения энергосбыта ПАО «Якутскэнерго», и Татьяна Николаевна Шарафутдинова, главный специалист группы по работе с бытовыми потребителями Якутского отделения энергосбыта ПАО «Якутскэнерго». Вы свои вопросы, друзья, можете направлять на наш номер 8 924 567 105 7. В приложении WhatsApp можно. И мы, естественно, их в прямом эфире обязательно зададим. И переходим к следующему вопросу. Можно ли направить заявление о реструктуризации долга по дистанционным сервисам? То есть есть какие-то у вас, может, на электронную почту можно, обратиться или как-то по телефону? Да, конечно, заявление на заключение соглашения о реструктуризации задолженности можно направить дистанционно, приложив копии документов, которые я ранее озвучила, да.
Можно воспользоваться такими сервисами, как личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго». Если нет регистрации в личном кабинете, то через раздел «Задать вопрос энергетикам» на главной странице сайта «Якутскэнерго», также через электронный адрес сбыт@якутскэнерго.ру. Если в период, когда пандемии мы закрыты, очного приема потребителей нет, то можно воспользоваться ящиком для сбора корреспонденции по адресу Федора Попова, 14/2. Ну и в заявлении необходимо обязательно указать адрес электронной почты для подписания соглашения в электронном виде. Раз, да, мы затронули дистанционные сервисы, то напомните, пожалуйста, радиослушателям, как можно заплатить за свет и тепло онлайн. С карточки там, каким образом это? Якутэнерго предлагает своим потребителям достаточно широкий выбор способов оплаты коммунальных услуг. Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть дистанционные сервисы. И, конечно, мы рекомендуем ими пользоваться. И еще раз напоминаем, что онлайн-оплату коммунальных услуг, которые предоставляет Якутэнерго, можно производить, во-первых, через сайт Якутэнерго www.yakutsenergo.ru, через личный кабинет. Без регистрации в личном кабинете можно на сайте через раздел «Оплатить банковской картой». Она размещена на главной странице сайта. Алгоритмы оплаты пошагово все прописаны на нашем сайте, и он очень несложный. Плата через сайт Якутэнерго принимается без комиссии. Платежи поступают на лицевой счет потребителя день в день. Опять же, напоминаю номер контакт-центра 8 800 122 05. Все вопросы возникающие можете задать нашим специалистам по этим номерам. Прием звонков ведется в рабочие дни с 8 до 16 часов без перерыва. Также можно направлять свои вопросы через сайт Якутэнерго, через личный кабинет или через раздел «Задать вопрос энергетикам» на главной странице сайта. Мы обязательно вам ответим. У нас кто-то дозвонился, я вот хочу просто выяснить, по делу это хотят вопрос задать или нет. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы хотите задать вопрос энергетикам? Да. Да, слушаю вас. У меня такой вопрос. У меня участок частный, не газифицирован, и давление нету, и не могу никак подключиться к газу. Я справку принес энергосбыту. Они мне необоснованно поставили тариф повышенный, а сейчас для смены требуют, я справку принес с Сахатранснефтегаза о том, что у меня газа нету и давления не хватает. И инспектор выезжал с Сахатранснефтегаза, удостоверился, что монтажа нету, что мой дом не газифицирован, справку принес. С энергосбыта тоже был инспектор, пришел, опломбировку проверил и написал, что мой дом не газифицирован. Еще сейчас необоснованно требуют техпаспорт. А с 2013 года заменили техпаспорт техпланом, оказывается. Понятно. Так а что вы хотите именно выяснить? Я хочу узнать, почему вот необоснованно выставили мне повышенный тариф. Я поняла ваш вопрос. Вопрос, видимо, по смене тарифа, да? Да. Человеку нужно обратиться с заявлением, с приложением техпаспорта дома, но все-таки в техпаспорте только указывается вот именно наличие стационарных электроплит, либо нужно предоставить проект дома, где тоже указываются эти сведения, на основании которых мы уже примем решение о смене тарифа. Все-таки вот эти документы, которые у вас запросили, надо будет предоставить. Спасибо большое. Давайте прервемся на рекламу и буквально через 2 минутки продолжим. Ну что, друзья, мы продолжаем. Сегодня у нас тема эфира «Актуальные вопросы энергоснабжения». И сегодня у нас в студии присутствует Саргалана Михайловна Аргунова, заместитель начальника якутского отделения энергосбыта ПАО «Якутскэнерго», и Татьяна Николаевна Шарафудинова, главный специалист группы по работе с бытовыми потребителями якутского отделения энергосбыта. Итак, мы продолжаем задавать вопросы, друзья. Если у вас есть какие-либо вопросы, отправлять их на номер 8 924 567
105,7. Это наш мессенджер WhatsApp. Можно туда его отправить, свой вопрос, и обязательно мы озвучим в эфире. И вот у меня такой вопрос. Как дистанционно передавать показания счетчиков? Есть ли такая возможность? То есть, ну вот в период холодов, пандемии, чтобы, в общем, не приходить в отделение энергосбыта, да, допустим, если мы можем платить дистанционно, то и передать показания, наверное, тоже как-то можно. Да, конечно, дистанционно можно передавать показания, способы различные. Ну, это опять же через личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго». Там на сайте есть ссылка на личный кабинет на главной странице, либо через сайт ПАО «Якутскэнерго» без регистрации в личном кабинете. Ссылка есть «Передать показания счетчика» на главной странице. Через приложение Сбербанк онлайн, раздел платежи, ЖКХ, электроэнергия, Якутскэнерго. Затем внести необходимо номер лицевого счета. На электронный адрес pu@yakutskэнерго.ру указать номер и адрес, номер лицевого счета и адрес обязательно нужно. По телефону контакт-центра энергосбыта, повторю, 8 800 122 05, понедельник, пятница с 8 утра до 6 вечера в автоматическом режиме круглосуточно принимается. Потребители, получившие СМС-уведомление о необходимости передачи показаний счетчика, могут направлять данные по ссылке, указанной в СМС. А вот при онлайн-оплате потребителю, физическому лицу, нужно указывать номер лицевого счета, да? И вообще, а если его не знаешь, например, я хочу заплатить, я не знаю свой лицевой счет, как мне быть? На сайте Якутскэнерго действует сервис «Узнай свой лицевой счет». Ссылка размещена тоже на главной странице сайта. Потребителю необходимо только внести свой адрес, и сразу же появится информация с лицевым счетом. Сервис очень прост в пользовании и удобен. Спасибо большое. Вот. А расскажите, пожалуйста, о других дистанционных услугах энергосбыта. Может быть, что-то еще есть в вашем арсенале? Энергосбыт рекомендует своим потребителям пользоваться дистанционными сервисами, да. И в настоящее время, помимо онлайн-оплат, удаленно можно передавать показания счетчиков, как мы выше сказали, да. Угу. Можно направлять заявления о заключении прямых договоров, можно сканированные, сфотографированные документы крепить электронно, направлять заявки на техосмотр, пломбировку счетчиков, направлять также заявление на заключение соглашения о реструктуризации задолженности. А также можно обращаться по всем другим вопросам. Потребители могут дистанционно направлять заявления, заявки, обращения через личный кабинет на сайте Якутскэнерго. Если нет регистрации в личном кабинете, то через раздел «Задать вопрос энергетикам» на главной странице сайта Якутскэнерго. Также можно на почтовый адрес энергосбыта отправить. Адрес у нас город Якутск, улица Федора Попова, 14/2, энергосбыт ПАО «Якутскэнерго». Жители города Якутска могут направлять обращения также на электронный адрес sbyt@yakutskэнерго.ру. И в период, когда мы закрыты, также мы производим сбор корреспонденции через ящик, который установлен на Федора Попова, 14/2. Спасибо большое. Но все эти, я так понимаю, дистанционные онлайн-сервисы рассчитаны на более молодое поколение, да, а вот более пожилое поколение спрашивают, как в настоящее время работают кассы энергосбыта в городе Якутске. То есть им проще прийти заплатить, чем нежели пользоваться интернетом. Можете рассказать, как в настоящее время происходит организация работы касс? Потребители, которые предпочитают традиционную форму оплаты, могут произвести оплату в пунктах приема платежей энергосбыта. В настоящее время в городе Якутске все кассы работают в обычном режиме. И хотелось бы отметить, что в предновогодние дни будут внесены изменения в режим работы касс. Так вот, например, 28 декабря будут открыты кассы, для которых по обычному графику понедельник является выходным. Большинство касс будет работать 31 декабря. И ряд пунктов приема платежей откроется 4 и 5, также 9 января.
Информация о режиме работы КАЗ будет размещена на сайте Якутскэнерго, в СМИ, в соцсетях, это Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, на страницах Якутскэнерго. У Якутскэнерго есть страница в Инстаграме? Да. А как она, каким образом она звучит? Можно узнать? Якутскэнерго официально. Official. Official. Ага, спасибо большое. Спасибо. Ну, и наш эфир подходит к концу. Что бы вы хотели пожелать, может быть, нашим слушателям? Ну, прежде всего, мы поздравляем всех своих коллег-энергетиков с нашим профессиональным праздником. Желаем им крепкого здоровья, безаварийной работы, семейного благополучия. И особые поздравления свои адресуем работникам энергосбыта. Ведь нашему филиалу в этом году исполнилось 55 лет. Пусть вам в наступающем году во всем сопутствует удача и успех. Ну и я хочу напомнить, что в нашей студии присутствует Саргалана Михайловна Аргунова, заместитель начальника якутского отделения энергосбыта ПАО «Якутскэнерго», Татьяна Николаевна Шарафудинова, главный специалист группы по работе с бытовыми потребителями якутского отделения энергосбыта. Спасибо большое за эфир, и мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Желаем вам в День энергетика и не только крепкого здоровья, потому что в настоящее время, по-моему, только его нам не хватает, чтобы никто не болел. И, ну, конечно, счастья родным и близким. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания.